президента не проводилось. Но граждане Украины, проживающие в автономной республике Крым, имели возможность проголосовать либо на территории ближайшей Херсонской области, либо на других избирательных участках на территории Украины. И те граждане наши, которые смогли это сделать, они этой возможностью воспользовались. А есть уже какая-то статистика об участии жителей Крыма в выборах, которые смогли принять участие, граждане Украины, проживающие сейчас в Крыму? Я не исключаю, что такая статистика в распоряжении Центральной избирательной комиссии есть. Поскольку мы с вами находимся вместе в Душанбе, мы можем для вас сделать такой запрос, и нам будет очень приятно вам передать такую информацию. И второй вопрос. Не изменится ли политика Украины, то есть парадигма политики Украины в отношении стран СНГ после заявления господина Порошенко о том, что Украина сейчас берет курс на Евросоюз, и в рамках заявления о выходе из СНГ, включая Таджикистан, который декларирует о том, что его стратегическим партнером является Россия? Спасибо. Что касается нашего стратегического курса, он действительно очень четко заявлен. Это стратегический курс на интеграцию с Европейским Союзом. И нужно отметить, что если проанализировать результаты голосования, какие кандидаты набрали наибольшее количество голосов, то у нас получается так: Порошенко 54,7, Тимошенко 12,81, Ляшко 8,32, следующий идет Гриценко, там где-то 5,4, и потом только партия регионов Тегибко где-то 5,2. В общем, получается, что где-то 85% избирателей поддержали курс на европейскую интеграцию. Вот. Но этот курс ни в коей мере не входит в противоречие с развитием и дальнейшим углублением отношений с нашими традиционными партнерами, в частности, с теми странами, которые входят в состав Содружества независимых государств. Тут нужно немножко разделить отношения Украины с СНГ как многосторонней структурой и отношения Украины с индивидуальными странами, членами Содружества. В отношении СНГ, как вы знаете, в свое время было сделано заявление нашего секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что Украина прекращает свое председательствование в Содружестве независимых государств и будет решать вопрос о выходе из Содружества. Однако это заявление будет реализовано лишь в том случае, если будет подкреплено соответствующими юридическими решениями, а именно решениями Верховной Рады. Недавно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины сообщил о том, что документы, касающиеся выхода Украины из СНГ, находятся на проработке в аппарате Верховной Рады Украины. Какое решение будет принято по этому поводу нашим парламентом, мы с вами увидим и узнаем, но это пока в будущем. Что касается отношений со странами-членами Содружества независимых государств, то вы, наверное, уже слышали, кандидат, лидер наших президентских выборов Петр Порошенко заявил, что он готов к диалогу
с Российской Федерацией, готов ко встрече с президентом Российской Федерации, заявил о том, что трудно себе представить безопасность Украины без такого диалога с нашим наибольшим соседом. Вот, исходя из этих заявлений, очевидно, что речь идет о развитии конструктивных, равноправных, добрососедских отношений с Россией. То же касается и развития отношений с другими странами, участницами СНГ. И, разумеется, мы настроены на дальнейшее углубление и расширение нашего двустороннего сотрудничества с нашим добрым партнером, с дружественным нам Таджикистаном.